Пожарные, тревога, объект пищи мелочей, Олимпского 2, сработка 5-й этаж. В одном из самых крупных торговых центров Якутска сработала пожарная тревога. По подсчетам администрации здания, в нем находится более 10 человек. Сколько точно, неизвестно. Сигнал поступает дежурному диспетчеру, а он оповещает все пожарно-спасательные части города. Уже через 3 минуты начали прибывать первые пожарные расчеты. Бойцы тотчас же приступили к своей работе. И хотя это лишь учение, все происходит как в реальности. Спасатели находят и эвакуируют оставшихся в здании людей. Наша задача была с резервного входа произвести разведку на наличие пострадавших на 3-м, на 4-м этажах здания. Условно было спасено 7 человек пострадавших и произведена разведка на наличие пострадавших в помещении здания 4-5 этажах. В роли пострадавших сегодня выступают второкурсники юридического полицейского колледжа по направлению пожарная безопасность. Для студентов это не просто интересный эксперимент. В первую очередь это подготовка к будущей профессии. Нам сказали не прятаться, мы просто сидели в определенном месте, надышались угарным газом, упали. Пожарные нас нашли быстро, работали слаженно. К нам быстро подошли, надели маски и вывели. Место для проведения тактических учений было выбрано не случайно. В большом незнакомом здании с множеством выходов и лестничных пролетов максимально затруднена эвакуация. Как и положено, на такой вызов съехались огнеборцы со всех пожарных частей города. Всего на учение привлекается более 11 единиц техники основной, 6 единиц техники специальной и более 60 человек личного состава. Пожарные должны уметь не только оказывать первую помощь до прибытия медиков, но и психологически настроить человека, если понадобится. А самое главное качество, необходимое в профессии – это скорость. Ведь даже секунда промедления может стоить чьей-то жизни. Я надела боевую одежду пожарного за 2 минуты, в то время как огнеборцы делают это за 18 секунд. На всю подготовку до выезда им дается не больше минуты. Отработка навыков пожарных проводится регулярно. Несколько раз в год подобные учения проходят в торговых центрах и спортивных комплексах города. Все это делается для того, чтобы якутские огнеборцы даже в кромешной тьме могли максимально быстро сориентироваться в любом из зданий. Мария Кардашевская, Роберт Набиев, Вести, Якутск.